Студия Романа Пестерева представляет. Город Якутск с каждым годом становится все краше и лучше. Строятся новые дома и здания. Так, за прошлый год в столице было введено более 330 тысяч квадратных метров жилья. Город растет и развивается. Так, например, в центре города вместо здания Дома охотника скоро построят 12-этажное здание Центра народных промыслов. Рядом также ведется строительство по возведению жилого дома. Но недавно разразился неоднозначный скандал вокруг этой стройки, который приостановили из-за ряда причин, включая претензии к документации, инсоляции и прочее. Но в свою очередь застройщик доказывает, что с документами все в порядке, и пытается донести до жителей города, что данный объект станет достойным домом с хорошим благоустройством близлежащих территорий. А также была проведена экспертиза, которая показывает, что необходимое солнце для жителей дома по улице Петра Алексеева 2/5 будет соблюдено. Вот этот дом почему-то решил, что мы им загораживаем солнце. Но посмотрите с той стороны, как они загораживают вот тот дом, который от них пострадал, да? И вот здесь у них нет несущей стены, где были бы окна. Этот желтый дом с 2008 года, когда мы только начали искать застройщика, они ходили, расклеивали свои объявления и беседовали с нами. И говорили: а вы свои квартиры не продавайте, а почему мы должны страдать? Вы, значит, будете жить в этом красивом доме, а мы будем гнить в своем болоте. А теперь они шум подняли, совести у них нет. Если вот такие люди, солнечные, как я их называю, будут вот так командовать в нашем городе, да, то грош тогда нам цена всем жителям, если только они одни хотят здесь жить хорошо. Понимаете? Я живу в правовом государстве и хотела бы немножко умерить их пыл. Понимаете? Потому что они нас все это время подталкивали к тому, чтобы не получать квартиры, не уходить отсюда, да. Я имею такие же права, как и вы, независимо какие вы. Вот я хочу вернуться на это место. Я просто жду дни, часы, когда я могу войти в нормальную квартиру за все свои 67 лет. 3 семьи, которые сейчас не в подвешенном состоянии, а которые сейчас живут на квартирах, выделенных ООО «Инвестстрой» господином Петросяном, эти 3 семьи пожелали заново вселиться здесь уже в новый дом. Все остальные расселены и получили деньги. Я бы хотел несколько слов сказать о сегодняшнем скандале, который огласили на весь город, что застройщик Петросян Гамлет недобросовестный застройщик. Сколько лет знаю Петросяна Гамлета как строителя, как человека, он всю жизнь был добросовестным человеком. Я знаю очень много, что Петросян в этом городе, вообще в республике, строил очень много социальных объектов, несколько школ. И все сроки соблюдены. Помимо всего прочего, есть старожилы Якутска, которые всю свою жизнь прожили в деревянных домах по улице Петра Алексеева за 4-м магазином, которых расселил своими силами застройщик. Жители этих домов получили квартиры в центре города. Также есть семьи, которые планируют вернуться обратно в уже построенный красивый дом. Прожили 38 лет в этом бараке. И, наверное, жили бы до 2020 года, потому что в плане стоит снос нашего дома. 2020 год. И я очень благодарна, что Гамлет Анушанович взялся за нас и что он нас расселил. Мой муж хоть 1 год пожил по-человечески в хороших условиях перед смертью. Всю жизнь в бараках жили. И если бы не этот человек, мы бы так и жили. Я хочу сказать, что, во-первых, он очень добросовестно отнесся, и квартиры показывал, и на все уступки шел. И даже людям, которые не хотели вернуться на эти места, он даже обещал выделить квартиры именно для них. И сейчас идет такое гонение. Меня вообще это возмущает. Возмущает то, что мы с мужем получили награды все, какие только допустимы можно получить в Якутии. Министерство образования. Наша семья никому не нужна была. И мы, если бы не Гамлет Анушанович, мы бы так еще и жили в этом гнилом болоте. Значит, когда мы решили, что можно делать, смотря по законодательству, да, мы решили, что мы должны найти частного застройщика, хорошего, добросовестного застройщика. Выбирали долго, выбрали. Соседи все были довольны, все подписали. Значит, половина жильцов у нас переехали в очень хорошие условия, до сих пор благодарят.
Гамлета, да, а часть нас, значит, осталась для того, чтобы прийти сюда в долевое участие. Я хочу сказать, да, вот мы начали работать с человеком, да, во-первых, как культурно, как вежливо он всегда обращался с жильцами, да, ведь каждому, кто хотел переехать, да, он подбирал жилье, не просто, он с ними ходил, он выхаживал, да, и пытался, знаете, вот, чтобы люди, которые переехали, да, они практически все в центре живут. Почему по вине кого-то мы, те жильцы, которые хотим въехать сейчас здесь уже в новый дом, должны, извините, страдать? Поэтому в данной ситуации, если речь идет, что кто-то будет идти до конца, ну и мы на полпути не остановимся.